ученые? Да. Ну, расскажите мне, кто такие ученые? Хатай. Это человек, который изучает что-нибудь. Что-нибудь изучает. Они умные. Умные очень еще. Как вы думаете, кто такие ученые? Ученые занимаются математикой. Математика изучают. Ученые занимаются физикой. Ой, физика, это даже такие слова знаете, молодцы. Ученые, они знают, как делают машины. Вот, ученые мы с вами, я можно подведу итог, да? Ученые это очень умные люди, которые много знают, но хотят узнать еще больше. Ученые испытают все. Испытывают. А вот чтобы узнать еще больше, они проводят опыты, эксперименты, находят что-то новое и узнают что-то новое. А хотите сегодня тоже побыть немного учеными? Да. Мы с вами не будем изобретать велосипед и придумывать что-то новое, но узнаем что-то, чего мы с вами еще не знаем, и убедимся на опыте, что это так. Попробуем? Да. Попробуем. И сегодня у нас с вами будут эксперименты с водой. У вас в стаканах обыкновенная, простая, чистая вода. Я вам говорю, что вода чистая, не имеет вкуса, цвета, запаха и формы. Хотите проверим, что это действительно так? Да. Давайте проверим. Возьмите свои стаканчики и попробуйте. Отпейте маленький глоток, попробуйте. Скажите, у воды есть какой-нибудь вкус? Нет, она просто мокрая, да? И у нас она в стаканах прохладная. Сейчас мы с вами добавим нашей воде вкус. В стаканчиках у вас, во-вторых, насыпаны какие-то вещества. Насыпьте себе. Пересыпайте в свою воду смело, не бойтесь. Чтобы эти вещества растворились в воде, нужно помочь. Размешаем ложечкой. Так, растворили. А вот теперь и проверим, появился ли у нашей воды вкус. Попробуйте. Ой, у меня стала сладкая вода. А у Ариши? Какая? Кислая. Она не сладкая. А у Айдара сладкая, а у Алины? Сладкая. А у Айданы? Сладкая. Сладкая. Кислая. А у Сии? Сладкая. Сладкая. А у Атая? Кислая. А у Саламат? А у Ульяны? Кислая. Ой, а какая у тебя вода? А ну-ка попробуй еще раз. Какая у тебя вода? Хорошо попробуй, не бойся. Так какая у тебя вода, Умарбек? Соленая. Соленая. Значит, у кого соленая вода? Мы что растворили? Соль. А у кого сладкая? Сахар. А у кого кислая? Лимонную кислоту. Мы с вами убедились, что вода становится таким вкусом, какое вещество в ней растворилось. Убедились? Да. Убедились. Подтвердили опыт? Да. А сейчас мы проведем второй опыт. Приобретает запах того вещества, которое в нее добавили. Ну-ка, понюхайте свою воду. Пахнет чем-нибудь? Нет. Ничем не пахнет. Чистая вода не имеет запаха. А вот сейчас я вам добавлю. Размешайте. Если пить не нужно уже пить. Нет, теперь пить не нужно, мы же теперь запах определяем. Размешали? А теперь понюхайте. Я уже поняла. Чем пахнет? Лекарство. Лекарством пахнет. Каким-то лекарством. Знаете, каким лекарством? Настойкой пиона. Очень полезное лекарство из растения. Появился запах. Да. А почему появился запах? У меня немножко появилось. А почему он появился? Потому что положили туда, мы положили какой-то предмет. Мы положили вещество с сильным запахом. Это вещество растворилось в воде и появился запах. Мы доказали, что вода пахнет тем веществом, которое в ней растворено. Да. Доказали? Да. Доказали. А теперь посмотрите внимательно на свои стаканчики. Есть у воды цвет? У чистой? Нет? Нет? Какая она? Белая. Белая? Прозрачная. У нее нет цвета. Возьмите кисточки, намочите в своей воде и наберите свои самые любимые цветы. Стаканчики хорошенько помните.
Таким цветом, какое вещество в нее добавили. Доказали? Да. Какие мы молодцы. Отодвиньте свои стаканчики, положите кисточки. Но мы с вами сказали, вода не имеет цвета, не имеет вкуса, не имеет запаха, пока в нее что-нибудь не добавишь определенного цвета, вкуса, запаха. А имеет ли вода форму? Нет. Она, наверное, круглая. Нет. Квадратная. Нет. Какая? Ладно. Разная. Она не имеет формы. Она принимает, ученые говорят, вода принимает форму того сосуда, в который ее поместили. Проверим? Да. Проверим. Вазочка, чтобы вам было хорошо видно. Сначала у воды была форма чайника, а теперь у нее какая стала форма? Вазочки, в которую я поместила. Наверное, вот такая изогнутая форма у воды. Да? Нет, давайте проверим, что нет. А я возьму обыкновенную такую чашечку. Я, наверное, перелью воду, она будет в такой красивой форме. Проверяем? Да. Нет. Вода стала формы нашей чашечки. А если я налью в какой-нибудь квадратный бак? Какой формы станет Она вода? будет квадратной. Она займет каждую клеточку нашего бака и станет квадратной. Мы доказали с вами, что вода принимает форму того предмета, в какой ее поместили. Да. Доказали? А если я сейчас возьму и вот так вылью, что будет? Скользко. Мокро. Ну а вообще, что будет с водой? Она, наверное, таким комочком станет посреди. Нет. Она стечет. Растечется и будет большая лужа. Но вода, ребята, бывает не только жидкая, а вода еще имеет два состояния. Она бывает твердая. Вот представляете, что вода бывает твердая. Да, бывает, если там лед. Вот мы сейчас с вами и докажем, что лед – это вода. Я вам раздаю кусочки льда. Подержите в своих теплых ручках и проверьте, что с ним случится. Что с ним происходит? Ребята, потише. Она твердая. Твердая? Она холодная сейчас, потому что она закрыта. Твердая? Да. А вот вы держите в руках, и что на ваших? Посмотрите, призор на столе. Тает от тепла наших рук. Наклоните пальчики. Что происходит? Капельки на ваш стол стекают. Ну-ка, посмотрите на своем столе. Вода газообразная, то есть похожа на газ. Хотите, докажу? Термос – это специальный прибор, в котором можно долго сохранять холодные или горячие жидкости. Я налила в термос кипяток, очень горячую воду. Я открываю свой термос. Когда чайник закипает, что происходит? Дым. Дым? Пар. Пар. Вода превращается в газ, испаряется. Чтобы нам было хорошо видно, я взяла зеркало. Я подержу сейчас зеркало над нашим термосом. Что произошло с зеркалом? Вспотела. А что значит вспотело? Это значит пар осел на нашем стекле, на нашем зеркале. А давайте докажем, что пар – это и есть вода. Да. Да. Докажем? Да. А как мы это сделаем? А вот я сейчас подойду к вам и попрошу, проведи пальчиком. А теперь посмотри на свой пальчик. Он стал мокрый? Да. Воду. Мы доказали, что пар – это тоже вода? Да. Доказали? Да. Мы с вами настоящие ученые. Ребят, скажите, пожалуйста, что у меня в руках? Глобус. Что такое глобус? Глобус это такая сделана она из вида космоса. Ага. Какой глобус? Глобус это еще модель вида нашего мира. Я абсолютно с вами согласна со всеми. Глобус – это маленькая копия нашей планеты Земля. Мы не можем вылететь в космос и посмотреть на нее, а посмотреть очень хочется. Смотрите, я вот поворачиваю со всех сторон.
А где тихая? Почему так много синего и голубого цвета? Это море. И Море, океан. океаны. А как мы можем сказать одним словом, что такое море, океаны? Что это? Это большой. это Ой, вода. Вода. Да. А мы с вами много ли воды в день употребляем? Да. А вот давайте мы сейчас назовем, какую жидкость мы с вами употребляем в течение дня. Фанта. Фанту пьем, Чай. чай, Сок. соки, Алкоголь. колу. Это Пепси. колу пьем, Воду. воду пьем, Компот. компоты, Молоко. молоко пьем, Каша. каши едим, Кефир. кефир, Сок. соки разные, Суп. суп. А докажите мне, что суп – это вода. Супа есть бульон, а это как вода. Это вода, в которой сварили мясо, да? И соль. А докажите мне, что молоко – это вода. Это корова ела и получается молоко. А что она ела? Она ела траву. А в траве есть вода? А Да. как мы это можем доказать? Если мы сорвем травку Да. и порвем на мелкие кусочки, что будет? Соль. Руки станут влажные, сок вытечет. А сок травы – это вода и растворенные в ней вещества. Да. Посмотрите, сколько много разной жидкости мы в течение дня употребляем. А вот я вчера взяла вечером и съела яблоко. Там есть сок, яблоко. В яблоках есть сок, значит, тоже есть вода. Да. А где у нас в группе встречается вода? В умывальнике. В умывальнике. Еще? Хватай? В унитазе. В унитазе, согласна. В ванной, где мы ножки моем. В умывальниках, вы сказали, еще. Где прибавлена Где Людмила Ивановна посуду моет. А еще где у нас вода в группе встречается? В любом виде. А я вот сейчас говорю, вот в этом углу у нас есть вода. Докажите. в растениях. В растениях есть вода, там есть сок. А я говорю, во мне тоже есть вода. Как это доказать? Кровь. Слезы. А вот теперь расскажите мне, где, вот вы сказали, моря, океаны, в каком виде еще на Земле встречается вода? В озерах. Циркулирует. Ну это есть озеро. Океан. В океанах, согласна, еще. Водопадах. В водопадах, Море. в море, Фонтанах. в фонтанах. Но это не в природе, это человек сделал. Мы про природу говорим. Речка. Речка, море, ну сказали уже моря. Всем видно? Да. Что мы с вами еще не назвали? Ульяша, Иней. иней. Подойди, покажи. Иней, а что такое иней? Ну покажи. Подойди, где иней? Вот, молодец, правильно. Иней – это туман замерзший. А туман – это вода. Туман. Туман – это вода. А еще что увидела Айдар, что мы не называли? Фонтан. А вот я вам расскажу один маленький секрет. Это не фонтан. Фонтан – это люди сделали трубы. А в природе Это есть... вулкан из воды. Вулкан из воды называется гейзер. Новое слово, мы с вами еще не знаем. Есть места, где из земли, ребята, вода с большой силой в виде фонтана выплескивается. Гейзер. Какую картинку? А что это? Как это называется? Это- Капли на растениях это- утром. Роса! Ой, вспомнила. Еще есть какие-то незнакомые явления? В море. Это называется айсберг. Айсберг. Это называется айсберг. А вот то, что вы говорили, ледник, стекающий большой кусок льда, Еще вовлекает похоже на стекает. языка. Есть что-то еще, что мы не назвали? Воду из моря пить. Нет. Почему? Вода слишком соленая. Она слишком соленая, я заболею. Ой, я, наверное, пойду от айсберга кусок откушу, буду грызть. Нет. Я тоже заболею, да я стану слишком далеко до моря, чтобы до айсберга добраться. Нам с вами, ребята, повезло. Мы живем в замечательной стране.
Кыргызстан. У нас высокие снежные горы. У нас много рек и озер. Но чтобы у нас так было дальше, так оставалось, нам нужно беречь. Пройдите, пожалуйста, сядьте за столы. Как неправильно обращаться с водой? Зачеркните, пожалуйста, ту картинку, на которой нарисовано, как неправильно обращаться с водой. Мы сейчас обсудим, Мариш. Который справа. А почему? Потому что кран открытый, много воды стекает, а там меньше. А вот пойдем мы сейчас после прогулки руки мыть, откроем воду, пусть плещет во все стороны. Мы обольемся, всех обольем вокруг. Правильно? Нет. Нет. Давайте будем немножко открывать воду и экономить, чтобы лишняя чистая вода не вытекала просто так в трубу. Значит, мы зачеркиваем тот кран, где слишком сильный напор воды, да? Мы бережем, экономим воду. И последняя пара картинок. Какая неправильная, как вы считаете? Который справа. Давай другой кто-нибудь тоже ответит. Дай так. Потому что в воде нужна чистую воду, а грязь туда нельзя ложить. А почему нельзя? Вот я согласна, все. Здесь грязную воду выливать нельзя, здесь мусор в речку бросать нельзя. А почему? Почему? Потому что люди приходят купаться. Люди приходят купаться, будут грязные, согласна. Еще. Рыбу могут задохнуть. Рыбы могут погибнуть от грязной воды. Еще почему? А растения могут погибнуть от грязной воды? Да. А это еще один опыт, который мы с вами проводили. Подведем итоги. Бегали и заглядывали в стаканчик и говорили: ой, еще чуть-чуть выросла, ой, еще чуть-чуть выросла. Да. Росла наша фасоль и выросла вот такая замечательная. Мы с вами ее сегодня высадим на нашем участке. Вот какая уже цветочки набирает. Скоро можно будет урожай собирать. Выросла замечательная, хорошая фасоль. Мы с вами решили доказать, что без воды фасоль жить не может. И мы с вами немножко не очень хорошо поступили, но нам нужно было доказать. Вот в этих двух стаканчиках мы с вами перестали поливать фасоль. И что с ней произошло? Они засохли. Она погибла. Она совершенно засохла. С ней теперь ничего не сделаешь, ее никак не оживишь. Мы не волшебники, у нас нет волшебной палочки. Мы доказали, что без воды растения не могут жить. Да. А что мы добавляли в эту воду? Масло. Масло, еще что? Соль. Соль добавляли. То есть мы добавляли разные вещества. Мы смешали в воде и полили. Посмотрите, земля влажная. То есть растения политы. Но что с ними происходит? Они не могут дышать. Они не могут дышать. Вредных веществ очень много. Растения тоже поливать нельзя. Загрязненные, зараженные. Они погибают, посмотрите. И даже вот этот, казалось бы, зеленый. Но он тоже начал погибать, потихонечку засыхать. Поэтому воду нужно очищать, сохранять и беречь. Если мы будем выполнять все вот эти пункты, которые нарисованы у нас на картинке, наш Кыргызстан навсегда останется вот таким ярким, цветущим, красивым. И все всегда будут говорить: как там замечательно, какие там хорошие люди живут, которые берегут воду, заботятся о природе. Там поток блестит меж гор, там светло кругом простор. И куда ни кинем взор, снеговых вершин дозор. Хороша моя земля. Хлопок белый, наш белей, белоснежных лебедей, яблоки глядят с ветвей, даль пшеничную полей. Хороша моя земля. Рады мы своим делам, край кыргызский полюбить, приезжайте в гости к нам. Хороша моя земля. Похлопаем ребятам. Хороша наша земля? Да! Будем любить нашу землю? Да! Будем охранять нашу воду? Да! А я вам хочу сказать,
что сегодня я вам всем присуждаю звание настоящего защитника воды. Молодцы, ребята!